В селе Булгунихтах в торжественной обстановке установили первую сваю многофункционального центра, в котором разместятся культурный сектор, библиотека, банковские и почтовые отделения, а также тренажерный зал. Будущее здание будет не только удобным и красивым, но и безопасным. Подробнее в сюжете Виолетты Засимовой. Булгунихтах, село, находящееся в часе езды от города Покров с населением около 2000 человек, славится самым большим количеством гармонистов в Улусе. В таком богатом на представителей фольклора наследии отсутствие современного культурного центра кажется странным, что решили исправить местные жители, начав кампанию в пользу строительства нового дома культуры. Нынче наследник провел 2 марафона, это в городе Якутске и в городе Покровске. На общую сумму собрано средств 400 тысяч рублей. На то он центр и многофункциональный, что будет вмещать в себя помимо Дома культуры еще и сельскую библиотеку, почтовое и банковское отделение, тренажерный зал и так далее. Общий квадратный метр так 1180 квадратных метров. Вот это самой полезной площади. Здание двухэтажное, ширина зала 12 метров и вместимость 175 человек. В качестве основания для многофункционального центра были выбраны буро-набивные сваи. В отличие от традиционных забивных свай, буро-набивные сваи увеличивают несущую способность фундамента и полностью исключают опасность разрушения зданий, расположенных вблизи строящегося объекта. Количество свай 78 штук по проекту идет. И я вам скажу, это хорошо будет стоять здание. Обряд алгыс, битье бутылки шампанского об только что установленную сваю, слова напутствия и пожелания быстро, а главное качественно завершить стройку. Типичный сценарий для подобных мероприятий закончился весьма нетипично и волнительно. Было объявлено, что вслед за многофункциональным центром начнется немедленное строительство нового детского сада в Наслеге. Виолетта Засимова, Александр Ярков, НВК Саха, Ангаласский Улус. Путешествие по реке – подарок ко дню рождения. В сплав по реке Ботума сегодня отправились люди с ограниченными возможностями здоровья. 7 отважившихся сопровождают 2 профессиональных гида-проводника. Члены общественной организации инвалидов «Феникс» в такую поездку отправились впервые. Главным поводом для этого стали дни рождения 2 участников сплава. Отпраздновать таким образом именины им предложила национальная туристическая компания «Якутия». Туристы пробудут в походе 3 дня. По маршруту, разработанному профессионалами, группа будет сплавляться на катамаране и байдарках. Спасательные службы оповещены и готовы прийти на помощь в любой момент. Думаю, в дальнейшем даст развитие инватуризма в нашей республике. Почему? Потому что у нас очень красивые края. Допустим, люди, которые передвигают на маломобильнике, на колясках, им очень тяжело некоторые места. И вот мы сейчас хотим постепенно доказывать, что мы все-таки доступны. У нас доступные есть очень места, которые можно потом приглашать людей со всего мира, включая, чтобы, я имею в виду из числа людей с ограниченными возможностями, чтобы они наслаждались красотой нашего края.